До конца года во Владикавказе завершатся работы по укреплению стены Остинской церкви. Главная задача – сохранить исторический облик и не навредить старинным захоронениям, которые много лет были препятствием для реставрационных работ. Какие новые решения нашли специалисты? В материале Аланы Томаевой. Каждый из этих кирпичей на счету. Они пропитаны историей и подобраны отдельно для каждого объекта. Вот и здесь, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, для укрепления и реставрации южной подпорной стены используют только исторические материалы. Вся стена выполнена в так называемой бутовой кладке. Суть в том, что речной камень перемешан с кирпичом. Такая кладка была характерна для конца 18-го, начала 19 веков. Более того, в стену были вмонтированы кирпичи советских времен, но их заменили все для того, чтобы сохранить исторический облик стены. Укрепляют и реставрируют южную подпорную стену Остинской церкви к 1100-летию крещения Алании. При разработке проекта перед специалистами стояла четкая задача – не навредить захоронениям на территории церкви. С задачей справились. Вопрос эксгумации – это был самый сложный вопрос при проектировании и реализации этого проекта. Точнее, не эксгумации, а ее отсутствия. Потому что мы понимали, что это может вызвать социальную напряженность и вместе с тем принципиальная позиция главы, который поставил задачу найти эти технические решения. Был приглашен, в общем-то, он наш штатный главный инженер проекта Иван Георгиевич Стрельбицкий, это эксперт Министерства культуры РФ, имеющий огромный опыт работы с памятниками. Он предложил методику так называемыми захватками, то есть частями мы разбирали, укрепляли. Безусловно, приходилось страховочные меры предпринимать, но сегодня, повторюсь, можно с уверенностью говорить, что угроза та, которая была, миновала, и сегодня мы уже завершаем, скажем так, фасадную, такую часть, не конструктивную, а именно реставрационную. Работы подходят к концу. Часть планируют перенести на начало следующего года, однако они не входят в проект. Проводить их будут по инициативе самой реставрационной компании. Основной объем работ будет завершен до конца декабря. Те дополнительные работы, которые мы посчитали нужным взять на себя, мы уже можем продолжать и в начале 2021 года. Но есть участки бутовой кладки и кирпичной кладки, которые не входят, строго говоря, в наши контрактные обязательства, но мы не можем эти участки оставить неотреставрированными. Поэтому в рамках, еще раз говорю, нашей доброй воли и нашего желания мы хотим это сделать уже спокойно, тоже в начале 2020 года. Может быть, и в этом году завершим, ничего не могу сказать. Но это уже не контрактное обязательство, а просто наше доброе желание. Руководители реставрационной компании отмечают, постараются сделать и систему водоотведения, чтобы исключить повторное намокание стены. Алана Томаева, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.